Уходящий год для Центра стал не самым простым, говорит его руководитель Марина Федина. Обновление кадрового состава на 25%, перебои с финансированием и уход Нины Нестеровой. Именно она, будучи ректором Академии госслужбы, 6 лет назад поддержала идею создания при ВУЗе центра, который занимался бы развитием коми-языка в электронном пространстве. Сегодня разработки лаборатории хорошо известны даже за пределами страны. Кывиз должен функционировать на... В современных реалиях язык должен функционировать в электронном пространстве. Без этого пространство языка узкое. Высоко оценили как раз то, с каким качеством коми-язык подается в электронном пространстве по международным стандартам. И многие страны, в том числе южные, например, Бангладеш, захотели, чтобы они тоже могли в интернете общаться на своих языках. Нас спрашивали, как это сделать. Одним из знаменательных событий для Центра стала научная конференция по электронной письменности, которая прошла в марте и собрала специалистов из разных регионов России и зарубежья. Форум еще раз показал, насколько активно финно-угорские языки внедряются в интернет-пространство. И первые шаги делал именно наш Центр. Сегодня его разработки постоянно обновляются. Языковой корпус имеет уже более 40 миллионов слов. Каждый год лаборатория представляет новинку. И на сей раз это словарь для тех, кто изучает коми-язык как неродной. По словам разработчиков, этот талмуд, в отличие от других, очень прост в использовании. Запрашиваемое слово можно найти в разных формах и услышать, как оно правильно произносится. Пункты сайта dict.comico.ru. Готовый продукт мы разместили на сайте dict.comikyv.ru. Сегодня планируем добавить примеры из учебников. Эти примеры нужны людям, которые коми-язык изучают по учебнику. Например, надо найти какую-нибудь фразу, а этот словарь поможет найти. В планах Центра создание общего образовательного ресурса, куда войдут все электронные продукты, разработанные за 6 лет, и то, что еще предстоит сделать. Елена Кононова, Антон Ворожищев, телеканал Юлган.